Это «Наизнанку» — проект, который рассказывает о региональной России. Сегодня мы поговорим о Татарстане, который в последнее время попадает не только в российскую, но и в международную повестку. На этот раз мы избрали необычный ракурс на регион. Скажем так, это будет взгляд со стороны. Для этого мы пригласили антрополога и эксперта по Татарстану Хелен Фоллер. Она является автором книги «Нация, язык, ислам. Движение Татарстана к суверенитету». Хелен, добро пожаловать на Идель Реалии. Спасибо. Хелен Фоллер – автор, исследователь и аналитик с более чем 20-летним опытом работы в бывшем Советском Союзе, эксперт по Татарстану, Казахстану и Кыргызстану, автор книги «Нация, язык, ислам. Движение Татарстана к суверенитету». Книга написана на основе полевых исследований и представляет собой подробный академический труд по новейшей истории Татарстана. В работе показано, как распад СССР и национальное возрождение татар повлияли на расхождение мировоззрений в Татарстане. В последнее время изучала Центральную Азию. Недавно закончила рукопись о жизни женщин в Средней Азии. В настоящее время участвует в мероприятиях, посвященных теме деколонизации России. Скажите, пожалуйста, вы в последнее время очень активны в части обсуждения вопроса о деколонизации. Как вы считаете, какое будущее у России и какое место занимает в этом Татарстан? У меня ответ был довольно долгий, но я так думаю, что войну в Украине Россия не может завоевать, что украинцы никогда не сдаются, потому что если они сдаются, их больше не будет Украины, не будет украинцев. И поэтому в конце, когда Россия сдается, я не знаю когда, но когда Россия сдается, уже не будет Путина. Не будет Путина, потому что его уберут или по другим причинам. И я думаю, что без Путина Россия в таком состоянии, как она сейчас является, не может существовать. Что наверняка приходит к власти кто-то типа Навального, который тоже империалист. Но тот, который приходит, он должен себе показывать демократам каким-то образом, чтобы убрали санкции, то есть западные санкции. И когда будут реформы, уже все изменится, так как при Горбачеву, что когда была гласность и перестройка, когда была возможность у народа, когда они уже не боялись высказывать свои мнения, что был распад Советского Союза. Я думаю, что то же самое случится в будущем. Я очень боюсь, что это будет насилие, что тяжело будут россиянам не только в Татарстане, но и везде. Но я считаю, что это нет другого выхода. Хотя есть и оптимистические стороны. Вот так. То есть с сентября, то есть с тех пор, как началась мобилизация в России, я стала участвовать, то есть я уже с ними была знакома, но у нас есть канал для тех, которые убежают от мобилизации, в основном для татар, но это не только для татар, там есть и башкорты. Но у башкортов было свои движения отдельно.
Ну, я хочу сказать, что я как антрополог, как научный человек, я читаю все записи, которые являются в этом канале. И я вижу, что будут очень важные перемены. Во-первых, почти все, что там написано, это на татарском языке. И так как мы все знаем, в Татарстане, в России татарский не очень нужный язык в жизни. То есть лучше говорить на русском языке. Это, то есть жизнь просто легче так. И вдруг для этих малых людей было также и женщины, то есть семьи тоже убежали в целом. Татарский стал очень важным языком, то есть самым важным языком, потому что узнавать, где можно границу переступать, и как, и так прочее, это все было на татарском языке. Но это не значит, что нельзя было на русском писать. Было те, которые тоже по-русски писали. Но Но они в бросалось основном в глаза, менялись. что очень много информации было на татарском языке. Это бросалось в глаза, да? Да. Ну, почти все на татарском языке было. Но это значит, что для этого молодежи уже татарский стал важным языком, да? И, во-вторых, в основном, то есть большинство из них, они переехали границу в Казахстан. И в Казахстан, как мы все знаем, было очень много релокантов из России. И было также боязнь среди казахов. То есть было очень много русских мужчин с рюкзаками, которые толпали на улице, не всегда в трезвом виде, мне говорили, то есть своих казахских друзьях, которые там живут. Конечно, казахи, они принимали русских, им помогали, потому что у них как народ это очень важный культурный момент. Так как они помогали немцам, полякам, чеченцам, корейцам и так прочее при депортации. Татары, они узнавали и об этом писали, что если они стали говорить по-татарски с казахами, что их уже отлично воспринимали, им очень помогали, они радовались, то есть казахи радовались общаться с татарами. То есть можно сказать, что татарский здесь сыграл роль такого инструмента мягкой силы. Я правильно понимаю? Да, можно так сказать, конечно, да. И кроме того, то, что большинство из татар мусульмане, у них была возможность переночевать в мечети. Они тоже об этом писали, что они не чувствовали себя потерянными, что они смотрели, искали минара и знали, что они могли там спокойно переночевать, что они там будут в безопасности. И, конечно, это не первая волна татар, которые убежают из России, да, есть уже очень много татар, которые в Казахстане, в Кыргызстане живут. И местные татарские общины, они тоже принимали татары, им помогали. Но это все очень важно, потому что многие из этих, они тоже писали о том, как получить загранпаспорт. То есть это не те татары, которые очень много путешествовали до этого. Это для них это был совершенно другой опыт, что они, извиняюсь, они убежали, и у них, я думаю, что у них взгляд на мир изменился из-за этого. Почему я об этом говорю? Я говорю об этом, потому что при распаду России, я думаю, что будет такой же процесс, похожий процесс, как когда был суверенитет в Татарстане, что было тогда, было Шамиев в власти, он был очень стабильный, он не хотел, чтобы много изменилось. Но было также одновременно такие люди, как, например, Рафаэль Хаким,
или Дамир Исхаков. И Исхаков мне сказал лично, что когда он учился в Москве, в университете, он там познакомился с евреями, и это изменилось его взгляд на жизнь, то есть на общество. И он взял это знание и это знание употреблял, когда он стал заниматься суверенитетом. А я думаю, что будет такая же, ну, я надеюсь, конечно, но заодно я думаю, что будет такая же ситуация, где будет Миниханов, если он сможет, то есть ему захочется оставаться в власти, но будет новая как волна идей из-за границы о том, как перестраивает общество в Татарстане. Да, я правильно понимаю, что вот те татары, которые покидали Россию, вы наблюдали за этим процессом, как они добывали информацию, как использовали татарский язык. Это с точки зрения антрополога, это некий такой анализ состояния татарского общества, потому что если мы видим, мы посмотрим на результаты последней переписи, там говорится о том, что довольно значительная часть татар не владеет родным языком. А тут вы наблюдаете ситуацию, когда массово люди используют татарский язык. То есть вот эти две вещи, они о чем-то нам говорят, вот российская статистика и то, что вы наблюдаете, что роль татарского языка среди тех, кто уезжает, очень высок. Но это не было большинство. Из татар постоянно есть где-то 500 человек на этом канале. То есть уходят и приходят новые. Так что количество людей я точно не могу высказать. И, ну да, по перепису есть и поменьше татар тоже. Хотя верить в переписи я не знаю, если возможно или нет. Это спорный вопрос. Вернемся к вопросу Татарстана. Вот Татарстан в настоящее время вынужден довольно активно пытаться переформатировать свою экономику, например, приоритет давать во внешней торговле тем странам, которые готовы сотрудничать с Россией после ее агрессии против Украины. Или антироссийские санкции влияют на один из главных отраслей татарстанской экономики, речь о нефтяной сфере. Получается, из-за агрессии, вернее, из-за агрессивной политики Москвы татарстанцам приходится платить падением экономики региональной, потому что так или иначе, даже если Татарстан сумеет найти замену западным партнерам, то все равно это займет время, соответственно, экономика не может быть стабильно развиваться. То есть означает ли это, что татарстанцы платят за то, что делает Путин в Москве в отношении Украины? Да. У меня нет долгий ответ на вопрос. Да, я думаю, что пока Татарстан является частью Российской Федерации, так называемой Российской Федерации, что он заплатит за это, да. Тем не менее, Татарстан имеет и другие последствия от этой агрессии, в частности, репутационные. На днях буквально Миниханов не пустили в Молдову, он направлялся в Гагаузию. Власти этой страны сочли, что российские власти так пытаются повлиять на итог выборов в Гагаузии. Там, я напомню, выбирают скоро, в конце этого месяца, главу автономии. Как вы считаете, Россия заставляет Миниханова участвовать в этих кампаниях, или президент Татарстана и сам не против? Я думаю, что там ответ очень сложный. То есть Миниханов уже не является президентом Татарстана, правда? Потому что у него нет... то есть, как сказать,
Я знаю, что в 1999 году Путин приехал из Москвы вроде бы на Сабантуй и скрывался Шамиевым и с Рахимовым из Башкортостана. И им сказали, что они должны изменить все свою политику, все свои законы и побольше денег передать Москве. Иначе он найдет ваххабистов на их территории, на территории Башкортостана и Татарстана, и там будет вторая Чечня. Так что мне трудно сказать по поводу Минихана. Мне кажется, ему нравится оставаться в власти, но у него нет особого выбора, если он хочет быть главой Татарстана, так называемой. Да, но Миниханов практически по всем вопросам уступил Москве. Это касается и вопроса татарского языка. Не стал сопротивляться, когда Москва фактически ликвидировала даже остатки суверенитета. Даже название должности первого лица республики. Сейчас мы знаем, что руками местного парламента было принято решение, что президент будет переименован в Раиса. Как вы думаете, у него не было выбора или он в принципе не думал сопротивляться все-таки? Ну, как научный человек, я не могу сказать, что другой человек думает. Ну, я думаю, что он, с одной стороны, боится, и с другой стороны, он хочет остаться политиком. Ну, вернемся к вопросу о распаде. В последнее время довольно активно говорят о необходимости деколонизации России. Разные люди под этим подразумевают разное. Что, на ваш взгляд, означает вообще деколонизация применительно к нынешней России? Что это такое? Ну, я думаю, что будет... Трудно сказать. Я думаю, что есть два варианта, может быть, совместные. То есть будет распад по национальным республикам или будет распад по экономическим интересам, то есть по районам. Но я не совсем уверена, как это будет происходить. Да, у Татарстана, у Татарстана нет внешних границ. Это один из аргументов против независимости этой республики. Вы как считаете, это может быть причиной того, что Татарстан предпочтет остаться в составе России? Нет, я думаю, что скоро, ну, может быть, не скоро, но будут внешние границы у Татарстана. И есть те, которые вне страны этим занимаются. Например, есть инициатива Forum Free Peoples of Russian Space, Post-Russian Space, которые в этом месяце встречаются в США. И это украинцы вместе с представителями коренных наций, национальностей российского пространства, и они встречаются и придумывают планы, чтобы для деколонизации российского пространства без насилия, чтобы это все произошло спокойно. Я не знаю, если получится, но есть те, которые этим занимаются, именно этим вопросом. Противники распада России также часто говорят о том, что на месте одной недемократической страны появится много недемократических стран. Как вы считаете, в этой связи Татарстан способен стать демократией, если не будет над Татарстаном Москвы?
абсолютно. Нет вопроса. А почему вы так уверены? Но если я смотрю, если я думаю о референдуме, когда голосовать, ну, есть по многим причинам, я даже об этом не думала, то есть для меня это не вопрос. Но когда был референдум о суверенитете, это было не только татары, которые были за, да, это было 62% населения, и в это время количество татар было 48%, если я не ошибаюсь. Но это значит, что разные народы, которые проживающие в Татарстане, были за суверенитет, который в этот момент это имело значение независимость. И это, конечно, не только вопрос русский, но, конечно, чуваши, башкорты, мари и разные народы, которые там живут. И также, когда я жила в Татарстане в 90-х годах, было такое разнообразие и такая толерантность, которую я никогда не ощущала, когда я жила в Санкт-Петербурге, не было такого, и бывала тоже в Москве. А что вы имеете в виду под толерантностью? Терпимость к другой культуре или что? Да. У меня есть очень, очень такой четкий пример, который мне касается, может быть, это интересно, но я левша, и не все толерантны, можно сказать. Но я ездила в трамвае, я готовилась к интервью, потому что я брала там много интервью, и писала себе заметки в тетради, конечно, левой рукой. И там был старый русский мужчина в трамвае сидящий, и он стал меня ругать за то, что я пишу левой рукой, и, конечно, так нельзя. Надо иметь силу воли или что, какой-то вздор. Но когда татары, то есть это может быть не к вопросу, но может быть есть. Но когда татары замечали, что я левша, они всегда говорили, что это значение талантливого человека. Ну, если я талантливый или нет, это другой вопрос. Но хочу сказать, что было и также, то есть по Корану тоже писать левой рукой это не так принято. Да, но это не очень хорошо показывает то, что я хочу доказывать. Просто была большая толерантность. То есть это всем. демонстрирует некую такую терпимость к инаковости любой, в принципе. Да, да, да. Вы изучали, собственно, и татарский язык, в социальных сетях демонстрируете татарские национальные блюда собственного приготовления. Вы много пишете про Татарстан. Вероятно, вы хорошо знаете жителей этой республики. Почему татарстанцы терпят колониальную политику? Я думаю, потому что они боятся. Да. То есть в татарской культуре очень важно, чтобы все было мирно, спокойно, чтобы... Без насилия. Да, без насилия, даже чтобы, да, драк не было. И татарстанцы очень свою землю очень любят и не хотят, чтобы эту землю бомбили. А вы не думали о том, что, в принципе, вот это вот поведение, например, тех же татар, в Москве воспринимают как искренне верят, что татары не хотят независимости, что риторика распада вообще не исходит от коренных народов России, что она исходит от Запада. По крайней мере, так говорят в Москве. Вы согласны с властями этой страны, я имею в виду России, что риторика распада исходит от Запада, а не от коренных народов России?
Нет, я не согласна. Я не согласна, потому что я общаюсь с татарами в Татарстане, тоже, ну, большинство, это про татар или Татарстан, но большинство из татар, конечно, не в Татарстане живет. И я общаюсь с многими татарами, также с башкортами и с другими, эм, ну, с бурятами и так прочее. И они действительно хотят конец колонизации. А на Западе вы общаетесь с людьми, которые бы делились с вами насчет того, что бы было выгодно Западу, какая перспектива построссийского пространства? Считают ли на Западе, что Россия должна распасться, и при этом не имеют никаких там сомнений по этому поводу, что это будет благом? Вы имеете в виду западные люди? Да, Или... западные люди. Нет, я с такими не общаюсь. Нет, у меня нет мнения по... Ну, нет, я просто таких людей не знаю. Вот вы говорите, что вы общаетесь как с татарами, так и с башкирами. Вы чувствуете какую-то разницу в подходах этих двух представителей двух народов? К вопросу деколонизации, я имею в виду. Ну, я думаю, что, может быть, башкир организации получше уже. То есть, хотя мне трудно сказать. То есть, когда я с татарами, с башкирами общаюсь, они мне говорят, что они хотят сотрудничать, чтобы они свободно жили. То есть они не очень... То есть они различаются между собой, конечно. Они из разных территорий, и языки разные, и так прочее. Но они видят то, что у них общее есть. А что вы имеете в виду, когда вы говорите, что вам кажется, что башкиры более организованы сейчас? Я у вас читала, что в начале мобилизации, что башкиры заказали автобусы, чтобы помочь башкир убежать из России. Это была антрополог, эксперт по Татарстану Хелен Фоллер. Хелен, спасибо вам за беседу. Вам спасибо. Смотрите нас на нашем сайте, а также в социальных сетях. До новых встреч!